Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина, признается ли он вам в своих чувствах, сделает ли он вам предложение. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, которого любите или который нравится, симпатичен. И давайте все узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а мужчине что-то мешает. Вы знаете, что мужчине что-то мешает? Все ли вы знаете про этого мужчину? Чувства. Чувства мужчину переполняют. Он еле-еле справляется с этими чувствами. Просто сердце рвется на мелкие кусочки от любви, от тоски, от нежности, от страсти. Но есть очень мощный блок, который не позволяет мужчине признаться в этих прекрасных чувствах. Этот блок у одних отыграется как наличие другой женщины, которая против того, чтобы этот мужчина вас любил. У других отыграется, что это может быть какая-то ситуация, связанная с жизнью, с проблемой, с деньгами, может быть, с каким-то его прошлым, да, вот его личная ситуация. Но у третьих может отыграться, что вы, может быть, имеете другого мужчину, либо вы, тоже как-то себя сдержанно ведете. Может быть, вы ему что-то такое сказали, что его заблокировало. Опять же, у нас отсыпка общая, у каждого отыграется по-своему. Вот вижу, что чувства переполняют, но он как в клетке сидит. Он свое сердце в клетку поместил. Он говорит, не могу, не свободно. Не свободен я, она не свободна. Либо есть какое-то обременение, да, которое не позволяет сказать о своих чувствах. Он бы и рад вам все рассказать. Он бы давно уже кинулся на вас, зацеловал, уже бы тащил вас на плече в ЗАГС, если была бы его воля. Но есть какое-то ограничение. Ограничение очень серьезное. Пока это ограничение, оно как кол между вами, да? Раскол, кол между вами, который не позволяет мужчине двинуться в вашу сторону. Он вынужден вести себя так, как ведет, да, никак не иначе. Потому что шаг в вашу сторону, он ему кажется невозможным, либо запретным, либо несущим, может быть, даже какие-то беды на его и на вашу голову. Если мужчина не свободен, то это, конечно, большая проблема, и решение очень сложное будет. Очень сложное и очень долгое, кстати, девочки, долгое. Вот, видите, образ тут женщины стоит. Она похожа на шахматную фигурку королевы. То есть у нее есть рычаги давления, влияния на этого мужчину. Плюс в ее руках какая-то грандиозная власть сконцентрирована. Это будет очень сложно. Мега сложно. Еще видите, молния с ее стороны. То есть она опасная женщина. Опасная и для него, и для вас опасная. Но, как мы знаем, если есть вход, то всегда есть выход. Правильно? Вопрос времени. Вопрос времени. Сколько времени потребуется ему, чтобы с этой женщиной все-таки как-то расстаться, разойтись и двинуться в вашу сторону. Если это какое-то его прошлое, либо какая-то его проблема, там тоже, знаете, приятного мало. Может быть, у него проблемы с законом, а он вам об этом не говорит и не хочет, чтобы вы об этом знали. Может быть, у него еще что-то случилось, долги какие-то очень серьезные. Но вот он так думает, рассуждает. Вот я к ней приду, у меня долгов как шелков. И дальше что? Повесить на эту женщину свои долги? Либо ей говорит, ты подожди, да, я не могу тебе что-то купить, я не могу тебя в ресторан, например, пригласить, потому что у меня долги. Подожди, вот я все решу, я выкручусь, да.
А ты, если хочешь, там, помоги мне материально. Конечно, он не будет вам так говорить. И он будет максимально это все от вас прятать, скрывать. Ну, то есть какой-то блок. Давайте еще на картах гляну, насколько там все серьезно. Насколько этот блок весомый. Но в данный период времени это, вот видите, прям стоит между вами. Как такой забор непреодолимый, как стена непреодолимая. Между вами стоит. Мыши. Ну вот, пожалуйста. Башня. Женщина. Ну, как ни крути. Тут либо закон долги, либо другая женщина. Ну, сами видите карты, да? Тут даже особо в картах не нужно разбираться, чтобы понять. Мыши, лиса и башня. Серьезный блок. Это не шутки, не игрушки. Хорошо. Как он с этим справится? Потянет, вытянет? Вытянет. Плохо, конечно, что он от вас это все скрывает. Это плохо. Если бы он вам честно во всем признался, честно вам бы рассказал о своей ситуации, вы бы, во-первых, вы бы понимали, что происходит, а вы бы так тоже не страдали по этому мужчине. И, во-вторых, возможно, вы бы ему даже чем-то подсказали, да, помогли бы, подсказали, поддержали в конце концов. Поддержка ведь тоже очень нужна и важна. Но вижу, что он сам будет с этим справляться. Тяжело, конечно, ему придется. Так, ладно, еще один момент. Ну а вам, девочки, тут либо ждать, либо идти своей дорогой дальше. Выбор за вами остается. Я вот спросила, что по вам, да, что для вас карты скажут. Но вот она, вы вышли, вы должны все решить сама. Видите эти птицы в вашей голове? Это ваши мысли, вы сами должны свою жизнь выбирать, да, свой путь выбирать. Рыбы говорят о ваших ресурсах, о вашем счастье, о вашем здоровье, о вашей любви. Ну и вот она, кривая косая дорога к семейному счастью, перекресток. Сами, девочки, должны для себя решить, насколько этот мужчина важен и нужен вам. Готовы ли вы ждать? Готовы ли вы находиться в этих непонятках, которые он вам сейчас устраивает? А он ведь и правда, как этот партизан, да? Затаился и молчит. И пойми там, что у него происходит и что ему нужно. Плюс еще вижу с вашей стороны, вас кто-то как против него накручивает. Ну, про мужчину вам там говорит, что он там несерьезный, он тебя не любит, там недостойный, тыры-тыры, трали-вали. Вот. А вы вроде как и не слушаете, а все равно эти слова, они в мозг попадают. Да? Вы о них начинаете думать, об этих словах. Да, сложная ситуация на самом деле, очень сложная. Тут и вас жалко. Ведь я вижу, что вы к нему действительно настоящие чувства испытываете, вы к нему тянетесь. И его жалко, что он такой вот, как сам себя загнал, получается. Сам себя загнал. Молчит о своих проблемах. Да, вместо того, чтобы решать, он просто молчит о своих проблемах. Но он о вас, девочки, постоянно мечтает. Мечтает о том дне, когда он вам целый мир подарит. Когда вы станете хозяйкой не только его дома, но и его жизни и судьбы. Вот об этом он всегда мечтает. Кстати, в мечтах своих он абсолютно счастливый человек. Да, потому что о вас мечтает. Он очень надеется, что вы его не бросите, что вы его дождетесь, что у вас терпения хватит, да, его дождаться. Если у вас другой мужчина есть, он не ревнует, сразу говорю, он не ревнует, потому что он уверен, что вы друг другу по судьбе, что вы любите его, а он любит вас. Да, и никакой другой человек не сможет это поменять, изменить. Признается ли он вам? Сейчас нет, но чуть позже. Видите, он на ослике едет, видите? Очень медленно едет на ослике. Чуть позже, девочки, чуть позже между вами наконец-таки, как вот знаете, плиты сдвинутся, вот эти монолитные, сближение пойдет. Сближение чуть позже, это где-то в течение 2 недель, либо 2 месяцев.
Отношения потеплеют, вы больше сблизитесь с ним. И еще я вижу, что он для вас что-то будет делать, в чем-то вам помогать, в чем-то выручать. В принципе, да, какое-то дело будет для вас делать. Это тоже вас очень сблизит. Знаете, он не говорит о своих чувствах, но вы, когда в его глаза будете заглядывать, вы без слов все будете понимать. У вас как взаимное признание в любви, но без слов. Вот по глазам, по действиям, по глазам. Вы друг друга читаете. Так, смотрите. До конца лета вы сближаетесь, но о чувствах друг другу не говорите. А вот осень чудесная, осень прекрасная. Говорят, что весна — это пора любви, а у вас осень — это будет пора любви. Осенью в жизни этого мужчины произойдут невероятные, потрясающие перемены. Сильные такие, мощные перемены. Перемены, которые вот просто переворачивают его жизнь и всю ситуацию вокруг него переворачивают. Мужчина силы набирается осенью. Там очень много хороших моментов у него идет. Как на ноги становится. С ослика на лошадку пересаживается. Как мужественностью обрастает. И под конец сезона он не только вам в чувствах признается, но и предложение вам сделает. Вы все разные. У одних отыграется предложение сойтись, быть парой. У других предложение там, съехаться, проживать одной семьей. Но у третьих предложение руки и сердца. Именно под конец сезона, да, конец осени. Начало осени вы прям сходитесь, а под конец уже он и признается и делает вам предложение. Да, перемен у него очень много в жизни будет. И ему придется везде успевать. И с переменами своими там встречать, справляться, и вас из виду не упускать. Но нет, вы вместе будете. По крайней мере, он настроен на это. Ну и вижу, что вам он очень нравится, либо вы его любите. Вы ведь тоже так просто его забыть не сможете. Надо это время просто пережить, девчонки, надо пережить. Дайте ему шанс, он совсем справится. Да, долго, да, нужно подождать, но, девочки, в жизни ведь так и бывает, да, никогда все легко и быстро не дается. А особенно то, что очень важно для вас, либо то, чего очень сильно хочется. Грубо говоря, дождитесь, и во всем он признается. Видите, он хочет, чтобы вы жили в одном доме. Он хочет, чтобы вы были не только хозяйкой его дома, но и хозяйкой его сердца, его жизни. Вот этого он хочет, он к этому будет идти. Мужчина сам по себе неплохой, он сильный мужчина. Но, с одной стороны, эта сила не позволяет ему говорить о своих проблемах с вами. А если бы вы знали больше, ну или полегче, попроще бы было все между вами. Девчонки, тут нужно только ждать. Вы меня извините, но предсказание такое: только ждать. Готовы ждать, дождетесь. Не готовы ждать, у вас будут другие варианты, будут другие симпатии, будут другие влюбленности. Вы очень яркая, вы очень красивая, вы семейная. Вы одна точно не останетесь. Все зависит от вашего выбора. Но мужчина настроен на вас и только на вас. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.